Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Медиа Туркменистана налаживают партнерство с ведущим информагентством Малайзии. В Ашхабаде отметили древний иранский праздник в честь зимнего солнцестояния. Туркменский боксер одержал победу на турнире в Астане и другие новости. Представители туркменских СМИ провели встречу с руководством малайзийского информационного агентства «Бернама» в рамках официального визита президента Туркменистана в Малайзию. В ходе встречи туркменская делегация проявила интерес к вопросам подготовки журналистских кадров. Встреча завершилась договоренностью о развитии тесного сотрудничества и обменом приглашениями для продолжения диалога на туркменской земле. В культурном центре Ирана в Ашхабаде отметили праздник Ялда, приуроченный к Дню зимнего солнцестояния. На мероприятии присутствовали граждане Ирана, проживающие в Туркменистане, а также учащиеся культурного центра. В честь праздника были подготовлены тематические театральные постановки, а гостей угощали традиционными иранскими угощениями. В столице Татарстана летом следующего года состоится 17-й международный фестиваль тюркских народов, который пройдет с 9 по 22 июня 2025 года. Фестиваль открыл свои двери для театральных коллективов из Туркменистана и других стран Центральной Азии. Заявки для участия можно подать до 1 февраля. Ожидается, что фестиваль соберет более 1000 участников, представляющих богатое разнообразие театральных традиций тюркских народов. 5 прикаспийских государств, включая Туркменистан, приняли решение о продлении запрета на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море на 2025 год. Решение было принято на 8-й сессии комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря, которая прошла в Астрахани. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился с послом Узбекистана Равшанбеком Алимовым. В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Дипломаты выразили уверенность, что туркмено-узбекское сотрудничество будет и впредь крепнуть и успешно развиваться в интересах братских народов двух стран. Впервые за последние 3 десятилетия Управление по контролю за продуктами и лекарствами США радикально изменило свой подход к определению здоровой пищи. В отличие от рекомендаций 90-х годов, когда основной целью было общее снижение жиров в рационе, новые правила признают важную роль полезных жиров в питании. Теперь такие продукты, как авокадо, различные орехи, семена, жирная рыба, яйца и оливковое масло официально признаны компонентами здорового питания. При этом многие продукты потеряли статус здоровых. Среди них оказались сладкие и фруктовые снеки, батончики с высоким содержанием сахара, обогащенные сухие завтраки, подслащенные йогурты и фруктовые напитки. Боксер из Туркменистана Хурсан Иманкулиев одержал победу раздельным решением судей над Зиёддином Тахировым из Узбекистана, продолжив свою беспроигрышную серию в профессиональной карьере. Этого успеха он добился в весовой категории до 66 килограммов. 4-раундовый поединок состоялся в рамках вечера бокса Fight Nights Boxing в столице Казахстана. Для Иманкулиева эта победа стала 3-й в его профессиональной карьере. 5 медалей завоевали туркменские шахматисты на состоявшемся в Бангкоке первенстве Азии среди школьников. Соревнования в столице Таиланда собрали 555 участников из 31 страны, которые оспаривали звание сильнейших в 6 возрастных категориях. Международная федерация хоккея на льду на безвозмездной основе предоставила крупную партию спортивной экипировки для юниорских хоккейных команд Туркменистана возрастом 13-15 лет. Договоренность была достигнута на майском конгрессе в Праге, сообщил председатель Федерации хоккея Туркменистана Джора Худайбердиев. В ближайшее время комплекты экипировки будут распределены между юношескими командами Галкан, Шир, Огусхан, Алпарслан и Бургут. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях, а также на Билет Видео. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.